1 марта вводится новый порядок строительства частных и садовых домов. Что именно изменится? Писательница детских сказок Лидия Тарасова представила новую сказку «Лесные сны». О чем она и когда выйдет в свет? Где пройдут следующие зимние игры «Дети Азии»? Ряд стран уже заявили о своем желании стать хозяйкой следующих игр. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. 5 человек пострадали в ДТП на 965-м километре автодороги Лена в Алданском районе Якутии. Водитель Lexus RX 350 не справился с управлением, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем Toyota Allion. 2 пострадавших доставили в Якутск и госпитализировали в травматологическое отделение республиканской больницы. Еще 2 госпитализировали в больницу Покровска. Одной из пассажирок назначено амбулаторное лечение. В момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности, оба водителя были трезвы. С 1 марта вводится новый порядок строительства частных и садовых домов. До 28 февраля этого года владельцы дачных и садовых участков могут успеть направить в уполномоченные органы уведомления в упрощенном порядке. С 1 марта для строительства частных домов потребуется получить разрешение на строительство, а после его завершения и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. А для тех, кто захочет построить баню, беседку или сарай, по-прежнему не потребуется разрешений и уведомлений. После 1 марта для их владельцев ничего не изменится. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с тружениками социальной сферы села из 67 регионов. Среди участников сельские учителя, медицинские работники, представители учреждений культуры. Валентина Матвиенко отметила, что пока не удается переломить тенденцию убыли населения и сокращения трудовых ресурсов в сельской местности. В частности, глава Совета Федерации обратила внимание на модернизацию объектов образования, на восстановление сельских клубов и здравоохранения. Участники встречи внесли предложение, которое было поддержано Валентиной Матвиенко. Следующий год объявить годом села, что позволит реализовать многие проекты и эффективнее развивать сельские территории России. Это награда не только моя награда. Это награда моих коллег, моих работников, где я с ними работал на протяжении этих долгих лет. И еще это награда моего руководства района. Это районное руководство нам помогает, сельским врачам помогает. Это хорошо. Вот поэтому мы добиваемся некоторые успехи в этой работе. В работе оказания медицинской помощи населению. Экстремал Сантьяго на велосипеде добрался до Хандыги из Якутска, откуда стартовал 5 февраля. По ходу маршрута испанец ночевал в палатке даже в самый сильный мороз или находил в кафе людей, готовых предоставить ему ночлег. Испанец планирует доехать на двухколесном транспорте до Черского. Экстремал Сантьяго Гарсия Монтес родом из Южной Испании, проживает в Норвегии, работает инструктором по теннису, любит путешествовать на велосипеде и лыжах. Ранее Сантьяго преодолел 2500 километров на лыжах по Лапландии. Свою поездку в Якутию он не хотел афишировать, поскольку не был уверен в конечной точке маршрута. Есть зимник рядом с рекой Колыма. Этот маршрут уже проходили 3 года назад 1 поляк и 2 русских парня из России. Я держу связь с этим парнем из Польши, который проходил маршрут, так что у меня есть информация о том, как его пройти. Сегодня в торговых рядах «Кружала» города Якутска прошел завершающий день 10-й юбилейной выставки кузнецов Якутии «Дархан-Уз». Традиционно в 2-дневной выставке-продажи проводится конкурс ведущих мастеров-изготовителей якутского ножа. В рамках выставки также была представлена личная коллекция якутских клинков Бориса Неустроева «Мандар-Уз». Тему продолжит Алексей Лукьяненко. Выставка направлена, конечно же, на позиционирование тех направлений, которые сейчас у нас сильно развиваются. Основное ее направление нашей выставки – это сохранение культуры, дань предкам,
Ну и, конечно же, все гости города Якутска, жители города Якутска могут прийти, посмотреть, купить изделия. Фактически сами мастера развиваются, уже выходят за пределы как республики, так и Российской Федерации. В выставке Дархан-Уз приняли участие более 50 мастеров из 17 районов республики, которые сегодня дали мастер-классы по заточке и применению якутских ножей. Это все натуральная с оленевой кожи. Ага. Нож тоже из костей сделано, эти узоры оленева тоже все. Ага. Это охотничье традиционное ношение это ножа. В дальнейшем много планов, там еще много работать буду, это ножи делать буду. Выставка проводится в целях возрождения традиций и культурных ценностей предков, повышения и реализации творческого потенциала мастеров декоративно-прикладного искусства республики. Как утверждают мастера, в ноже главное не только красота и внешний облик, но и качество. Характерная черта якутского ножа – это вот этот долг и ребро жесткости. И я стремлюсь в основном не для красоты делаю ножи, а чтобы было приятно охотнику в тайге, чтобы могли работать таким ножом, и рука не мерзла, и чтобы он был прочный. Упор на качество, на бриткость самого ножа, и чтобы он долго не тупился. Это самое главное. Конкурс прошел в 3 этапа. Буквально вчера члены жюри выбрали лучших мастеров своего дела в номинации «Лучший кухонный нож», победителями которого стали Семен Охлопков, Николаев Дмитрий и Тимофеев Иван. Победителями в номинации «Лучшая художественная композиция» стали Тарабукин Сергей, Степанов Николай и Эляков Иннокентий. А сегодня стали известны имена победителей в номинации «Лучший охотничий нож». Ими стали Кирилл Петров, Михаил Байшев и Михаил Никитин. Алексей Лукьяненко, Георгий Григорьев, Якутск. Позаботиться одновременно о своем здоровье и красоте предлагает санаторий-профилакторий «Кедр». С 2018 года здесь ввели новые услуги и приобрели новые аппараты. Какие процедуры предлагают в санатории, узнавала Марина Крутихина. Санаторий-профилакторий «Кедр» ежегодно пополняется новыми аппаратами. 2018 не стал исключением. Обновили оборудование в физиокабинете. Много аппаратов появилось для лечения лор-патологий – гайморита, синусита, танзелита. Для пациентов с проблемами тугоухости появился аппарат «Аудитон». Во всем Ленском районе такой есть только в «Кедре». Это комплексный аппарат, который включает в себя магнитотерапию, электротоки и красного света. Это действие мы еще усиливаем с помощью лекарственных препаратов, которые тоже с помощью этого аудиотона проникают прямо в среднее ухо. И эффект уже достаточно хороший, мы заметили у своих пациентов. Уменьшился шум у многих пациентов. И некоторые пациенты даже заметили, что у них слух стал получше. В 2018-м «Кедр» взял курс на новые услуги – косметические. Гиалурон, шоколадное обертывание, маска для рук и многое другое. Врачи говорят, результат виден уже после нескольких процедур. На 5-ю, на 6-ю процедурочку уже видно, что даже кожа становится такая эластичная, и она подтянутая. Да, очень хорошая процедурка. Человек, попавший в беду, нуждается в помощи. Она должна быть своевременной и качественной. В «Кедре» опыт такой работы есть. Кабинет лечебной физкультуры уже поставил на ноги несколько десятков пациентов, перенесших инсульт и операции. И это результат. Менее 2 месяцев назад мне была проведена операция по эндопротезированию левого тазобедренного сустава и назначен курс реабилитации с обязательным прохождением курса ЛФК. Здесь, в санатории «Кедр», благодаря грамотно подобранным упражнениям, я за 3 недели уже практически не пользуюсь костылями, хотя пришел сюда на 2 костылях. Прийти в «Кедр» можно с любым направлением врача. Чтобы попасть на процедуры, покупать целый курс лечения не придется. Любая услуга предоставляется отдельно. Своевременная профилактика заболеваний – лучший способ сохранить здоровье. Тоже можно сказать и о красоте. Остается только найти время для себя. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Герои ее сказок не только люди, но и животные, шаманы, говорящие деревья и таинственная лесная хозяйка. Все они пришли из традиционной якутской культуры. Сегодня в Национальной библиотеке Якутска прошла встреча с кандидатом медицинских наук и писателем детских сказок Лидией Тарасовой. На встрече гости обсудили новую сказку Лидии «Лесные сны», которая в скором времени выйдет в
в печатном варианте. Сейчас подготовлена к печати книга, которая называется «Лесные сны». Она содержит 12 сказок о различных персонажах. Эта книга будет очень красочная, поскольку каждая сказка сопровождается иллюстрацией от художницы Юлии Неустроевой. Эта книга будет интересна, в принципе, как мужчинам, так и женщинам. Мои сказки, они несут некий добрый посыл. Вся прибыль, которая мне полагается, то есть свои гонорары, я планирую отдавать в благотворительные добрые цели. Зимние игры «Дети Азии» в Южно-Сахалинске только завершились, но уже ряд стран заявили о своем желании стать хозяйкой следующих игр. В их числе, например, Объединенные Арабские Эмираты. Но, по мнению президента Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрия Глушко, лучшее место для проведения игр – Сахалин. По его словам, первые зимние игры «Дети Азии» прошли на высоком уровне. Регламент позволит Сахалинской области вновь принять у себя эти международные соревнования. Напомним, зимние игры «Дети Азии» будут проводиться один раз в 2 года. Юные спортсмены Якутии, герои первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» вернулись домой. Этим утром в аэропорту Якутска совершил посадку спецборд авиакомпании «Якутия». Этим рейсом в Якутск прибыли все спортсмены, кроме лыжников и биатлонистов. Они продолжат соревноваться в дальневосточных чемпионатах. Юных спортсменов встречали родители, близкие и журналисты. Напомним, сборная команда Якутии вошла в десятку лучших. Якутяне принесли в копилку сборной 6 медалей, 3 серебра и 3 бронзы. Выступил хорошо, занял 2-е место. Организация была вообще хорошая, все понравилось. Тренеров за то, что они предложили эту идею, а родителям за то, что отдали на хоккей. Очень хорошие, очень дружелюбные люди. Там очень много людей, очень хорошо катают. Для их опыта нужно еще максимум год или 2 года тренироваться, чтобы быть на их уровне. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.